Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Проспект Ленина в Якутске откроют для движения общественного транспорта по результатам дорожного мониторинга, соблюдения правил дорожного движения, монтажа ограждений и регулировки режимов светофоров. Когда это произойдет? Об этом, а также о главных итогах уходящего года и о планах на предстоящий, расскажет гость студии Антон Алексеенко, заместитель главы города Якутска по вопросам развития городского округа, транспортных услуг и организации транспортного обслуживания. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Когда планируется на проспекте Ленина установить автобусные остановки, ограждения, ну и будут ли эти остановки теплыми? Ну, смотрите, у нас проспект Ленина — это самый сложный из тех объектов, которые мы делали за последние годы. Он у нас так называемый переходящий. Часть работ, первый этап мы выполнили в этом году. Второй этап у нас завершается октябрем 2023 года. Естественно, проектом у нас предусмотрена установка автобусных павильонов. Всего их по проспекту на реконструируемом участке будет 11 штук. Из них 3 теплых — это кинотеатр «Центральный», кинотеатр «Лена» и площадь Дружбы народов. Ну, соответственно, работу мы начнем проводить уже ближе к весне, в теплое время года. Остановки технологичные, со стеклянным ограждением, поэтому в самые холода мы их монтировать не будем. Приступим к работам непосредственно по благоустройству уже, ну, наверное, где-то в марте месяце. То есть готово будет примерно какие сроки? Ну, окончание работы у нас октябрь месяц. То есть до осени, в принципе, до Да, конца осени? у нас довольно большой объем еще по благоустройству всего проспекта. Мы завершили только половину основных работ. Ну, работы еще много. Ну, то есть к холодному времени Конечно. следующего года уже, в Конечно. принципе, уже будут теплые остановки Совершенно верно. по центру города, да? Ну вот, а кто будет проводить исследовательскую работу по объемам пассажиропотока и определения нагрузки на тот или иной маршрут общественного транспорта? Проблема, или, скажем так, вопрос с общественным транспортом, он очень актуальный для нашего города. Да? Давно этим вопросом никто так комплексно не занимался. Перед нами задача была поставлена, и в этом году мы уже приступили к проведению научно-исследовательской работы. Прошел конкурс, определен победитель, уже есть первые результаты научной работы. Это и социологические опросы, это и исследования непосредственно самого пассажиропотока путем физических замеров, путем аналитики, построение первых этапов вот этой вот экономической модели. Мы уже сейчас примерно понимаем, какие маршруты у нас более загружены, какие менее загружены, собрали обратную связь от населения, где не хватает недостаточно транспортного обслуживания, где не соблюдается, скажем так, нормативное расстояние от остановок до мест притяжения, да, социальных объектов. То есть эта информация, она, в принципе, у нас уже есть. Сейчас завершаются так называемый зимний подсчет пассажиропотока уже непосредственно в зимние месяцы, да, и ориентировочно где-то к концу февраля у нас уже будет общая картина. То есть сколько наши горожане ездят, из какой точки в какую они ездят больше, в каком направлении они ездят меньше. Вот. Исходя из этого мы уже будем понимать, где нам нужно подкорректировать, что нам нужно поменять. Конечно, целиком перестроить транспортную схему — это очень такое масштабное дело, да, мы ее будем, скорее всего, корректировать. Какие-то маршруты упраздним, какие-то перенаправим, какие-то появятся новые. Ну вот совсем недавно многие жители города были вынуждены ожидать свои автобусы на улицах, ряд теплых остановок были закрыты. Вот, когда их откроют, насколько в целом якутских теплых остановок и планируется ли их увеличение? Теплые остановки, да, тема последних дней была очень актуальная. Теплые остановки мы строим сами. Теплые остановки у нас также организуются предпринимателями. Да. Если говорить о том, что мы сделали за последний год, то вот в прошлом году мы 20 теплых остановок поставили по нашей муниципальной программе и по БКД. В этом году 16, 8 по БКД, 8 по муниципальной программе. Все они до конца года из этих 16 будут завершены. На сегодняшний день осталось только 2 нам открыть. Сейчас их пока эксплуатирует МУП ЕПАК. На сегодняшний день у нас закрыта была только одна остановка, это Силуэт. Там есть определенные сложности по подключению к энергоснабжению, но это все решаемо. Вот. На сегодняшний день все остановки у нас эксплуатируются. А какие работы проведены по обновлению дорожной сети пригородов Якутска? Ну, если так сказать в целом, да, в основном мы строим наши дороги за последние годы по нацпроекту, это БКД, безопасные и качественные дороги. Если посмотреть по годам, начали мы с 2019 года, да, всего у нас включая период 2022 года,
приведено в нормативное состояние, это основной показатель, к которому стремится национальный проект «Безопасные и качественные дороги», да, нормативное состояние дорог. Мы привели порядка 134 километров дорог, это 116 объектов. Из них ежегодно есть объекты в пригородах. Допустим, в этом году это реконструкция улицы Нагорная в Кангаласах, это улица Уваровского в Кельдямсах, это целый комплекс дорог, подъездных путей к кварталу многодетных в Хатасах. Ну, довольно большой объем работ. Также улица Мархинская в этом году была сделана. Поэтому в пригородах мы строим дорог, ремонтируем ничуть не меньше, чем по городу. Всего за этот год, если быть точным, это 36,2 километра дорог приведены в нормативное состояние. Ну, действительно, мы видим, что в Якутске очень много ремонтируется дорог, это уже из года в год уже очень много объектов, некоторые переходят, некоторые делают заново. Ну, вообще, давайте поясним нашим телезрителям, когда закончится работа на проспекте Ленина, когда мы вот уже увидим результаты этой работы, можно сказать, в полном объеме. Ну, проспект Ленина, да, он тоже делается у нас 2022 год, 2023 год будет заканчиваться. Суммарно это у нас порядка 3 километров улично-дорожной сети. Но это один из самых капиталоемких и сложных объектов, которые нам предстояло делать в рамках нацпроекта. Да. Все горожане были свидетелями, видели, какой большой объем работ по замене грунта был выполнен, беспрецедентные цифры по мощению улиц, да, в том числе с применением гранита. Да. То есть это те виды работ, которые, ну, можно сказать, раньше никогда не проводились. Да? Как я уже говорил, вот в этом году мы завершили этап первый, да, который у нас был от улицы Кулаковского до, ну, грубо говоря, площади Орджоникидзе. Сейчас активно идут работы на участке от площади Орджоникидзе до улицы Хабарова. И после Нового года мы сразу же начнем на следующем этапе, да, параллельно вести работу. Это от улицы Красноярова до улицы Кулаковского. Ну, срок завершения работ по этому объекту у нас обозначен как октябрь 2023 года. Ну, то есть конец следующего года, Да. в 2024 году мы уже увидим, в принципе, полноценно Совершенно готовую центральную улицу города. Да. Отлично. Но вернемся к теме автотранспорта. Союз авто города Якутска, да, вот озвучил новость о поднятии стоимости за проезд вот, в общественном транспорте. Как формируется вообще цена за одну поездку? Могут ли городские власти вот, регулировать это ценообразование? Ну, давайте разберемся для начала о том, каким образом вообще выстроены взаимоотношения. Да? У нас по городским маршрутам перевозки осуществляются Союзом частных автоперевозчиков, как вы сказали, Союз авто, да? И в соответствии с действующим законодательством осуществляются они по нерегулируемому тарифу. Соответственно, мы как муниципалитет не выплачиваем какие-то субсидии или компенсации для поддержки, скажем так, автоперевозчиков, да, но надо понимать, что стоимость тарифа складывается из очень большого количества факторов. Это и расходы на топливо, и содержание, и запчасти, и замена шин, и зарплата водителей и так далее и тому подобное. Это все идет в основу так называемого экономически обоснованного тарифа, который считается в соответствии с методиками, да, и у него есть определенная величина. Да. Если говорить о том, какой тариф сейчас и какой он составляет на основании ЭОТ, то это большая разница. Но, соответственно, мы не можем себе позволить, чтобы наши горожане ездили там за 70 рублей или за 75 рублей, да? Хотя экономически он на самом деле таков в наших северных расходы, если да, учесть абсолютно все расходы, то примерно такая цифра и выйдет. Но мы понимаем, что это, ну, скажем так, довольно много, да, и есть определенные соотношения, сколько должны составлять поездки, стоимость поездок от среднемесячного дохода ну, жителя субъекта, да, то есть это там не более 7% на самом деле. Да. Исходя из этих вот соображений, мы понимаем, что ну, тариф должен быть ниже. Да. Но если говорить о том, какой он сейчас, на самом деле он ну, в среднем довольно низкий. Учитывая то, как поменялись цены в последнее время, да, и для того, чтобы понимать, что экономика перевозок должна так или иначе складываться, работать с тарифом надо ежегодно. У нас ежегодно есть инфляция, ежегодно растут цены абсолютно на все энергоресурсы, на запчасти, на топливо. Поэтому тариф, он ежегодно должен индексироваться. Ну вот, насколько нам известно, Союз авто предлагали поднять стоимость проезда сразу до 45 рублей. Евгений Николаевич с этим не согласился. Вот поясните, на какой цифре-то все-таки остановимся на этот раз? Смотрите, Сколько будет стоить проезд? давайте вот еще что обсудим. Да? 45 рублей — это была озвучена цифра за наличный расчет. Соответственно, средний тариф, да, если мы говорим о среднем тарифе, он гораздо ниже, потому что у нас есть
проезд школьников, по социальным картам, по транспортным картам, по проездным билетам. И вообще основная наша задача перейти в значительной степени на безналичную систему оплаты, то есть уйти от наличного расчета. Если мы говорим о том, что планируем сделать в самое ближайшее время, то да, мы планируем повысить оплату за наличный расчет значительно больше, чем за безналичный. Да? Ну, 45 это, конечно, очень много. Я думаю, что мы делаем эту цифру значительно ниже, да? Может быть, в районе 40 рублей. Да? Но стоимость проезда за безнал, да, это в первую очередь проездные, там, карта спутника и так далее, она поднимется совсем незначительно, буквально там, на рубль-два. И в целом, если говорить о среднем тарифе, то он вырастет точно в пределах инфляции и совершенно незначительно. Основная наша задача — осуществить переток пользователей, которые платят наличными, в безналичную систему оплаты. Это удобнее и для отслеживания, и для банков, и в целом от того, чтобы уйти от серой кассы. Ну вот многие горожане жалуются на качество предоставления услуг общественного транспорта. Вот грязные салоны автобусов, грубость водителей, вот просто отсутствие достаточного количества автобусов. Вот как мэрия контролирует деятельность частного общественного транспорта? Ну вот, как я уже сказал, да, на городских маршрутах у нас в основном работают частные перевозчики, пригородные маршруты и вот новый маршрут 100, который у нас ездит на города с этого года. Это муниципальный маршрут, это наше муниципальное предприятие ЕПАК. Вот. Что касается работы с частными перевозчиками, естественно, у нас есть специально выделенная структура, так называемая организатор пассажирских перевозок. Мы в ежедневном формате отслеживаем исполнение графиков, работа с жалобами. Полностью эта вся работа ведется в ежедневном режиме. Конечно, бывают абсолютно объективные причины, по которым горожане выражают свое недовольство, и это на самом деле абсолютно правильно. Это подталкивает нас к тому, что работа выстроена, может быть, не совсем правильно, есть какие-то изъяны, мы должны с этим работать. В части работы непосредственно с самими перевозчиками, да, практически раз в квартал мы точно собираемся общими собраниями, выстраиваем политику, решаем в том числе их вопросы, такие как своевременное прохождение техосмотров. Да, вот у нас в этом году были сложности, что старая техника должна раз в 6 месяцев проходить техосмотр. Бывали большие очереди на пунктах техосмотра. Это тоже влияло на то, что не соблюдались графики. Ну, если мы говорим о том, что, скажем так, весной и некоторые периоды осени у нас была цифра по исполнению графиков до 70% она падала, да, то на сегодняшний день она уже шагнула за 80%. Да. Это, конечно, все равно низко, да, для того, чтобы говорить, что графики исполняются на должном уровне, это должно быть порядка 95%. Но, тем не менее, мы планомерно к этому идем. В части того, что у нас часть техники, скажем так, не отвечает тем требованиям, которые к ней предъявляют горожане, это тоже абсолютно верно. Но, опять же, вопрос обновления парка подвижного состава напрямую зависит от тарифа. Невозможно сейчас брать, допустим, в лизинг или в кредит новую технику и оплачивать ее, исходя из тех расценок, которые есть на сегодняшний день, грубо говоря. Да. Это все завязано в одну такую общую цепочку. Да. Мы чуть-чуть повышаем тариф до экономически выгодного, перевозчики обновляют свою технику. По-хорошему, техника должна быть возрастом не более 7 лет. Да? Но мы на сегодняшний день понимаем, что это в наших реалиях невозможно, и на сегодняшний день для себя мы установили норматив не более 11 лет. То есть все, что старше 11 лет, мы из реестра муниципальной техники убираем. Вот как раз в том числе и новая техника, которая была закуплена в рамках мероприятий к столетию, да, она пополнила парк перевозчиков. Ну, мы заметили, что да, парк действительно обновился у нас, появились новые автобусы. Это не может не радовать. Потому что, Антон Анатольевич, спасибо вам за предоставленную информацию, за то, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейших успехов в работе на благо жителей города Якутска. Огромное спасибо. Хотелось бы воспользоваться случаем и поздравить всех горожан с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов и удачи. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.